Стало известно фамилии людей, по вине которых были депортированы чечено-ингушские народы в Среднюю Азию зимой 1944 года. Предоставляем вашему вниманию следующее свидетельство: материалы Республиканской научно-практической конференции «Депортация чеченского народа. Последствия и пути его реабилитации». 18 февраля 2006 года. Город Грозный. Еще накануне войны Берия делает попытки обострить политическую обстановку в Чечено-Ингушетии, подготовить основательную законодательную базу для принятия жестоких репрессивных мер против ее коренного населения. С этой целью в апреле 1941 года наркомом НКВД ЧССР Берия назначает Албогачиева, капитана госбезопасности, освободив от этой должности русского Рязанова, а начальником отдела по борьбе с бандитизмом НКВД республики в начале 1942 года был утвержден Ингуш Алиев. Должность командира 141-го стрелкового полка НКВД, отличавшегося особой жестокостью в отношении чеченского и ингушского населения, поручили Ингушу Халухаеву. Назначая их на эти посты, Берия был уверен, что они, не считаясь ни с войнахской, ни с общечеловеческой моралью, четко будут выполнять задачу по целенаправленной дискредитации собственных народов. В этом он не просчитался, ему и в Чечено-Ингушский обком партии регулярно стала поступать тенденциозная информация о бандитизме в республике, об обострении политической обстановки. Началась ломка судьбы чеченского народа. Он по прихоти Берия и его команды на месте стал заложником грязной политики на его дискредитацию.